Ассалаумалейкум, құрметті достар, құрметті біздің аралас жекпе-жек жанкүйерлері. Мына бүгін Ақтауда Риксос деген отельде керемет кезекті найзаның мықты додалы кеші өтті. Енді шынымен айтсам, әрбір турнир сулы. Мына Миша жоқ, Миши нету, я сейчас за место Миши скажу. Миша все время спрашивает, какую бы оценку дали этому турниру. Я, наверное, начну Сула с тебя и попрошу дать оценку. Если можно на казахском, как бы перемешку будем говорить, да? Давай. Так, қанша пайдың ішінде? 10 пайыздың ішінде. 10 пайыздың ішінде. Мен осы турнирға 7 пай берейін. 7 пай берем. 10-нан 7 пай берем. А неге 7 пай? Неге 10 емес? Себебі маған конкретно осы турнирда өте ұнаған ол 3 жекпе-жек. Ол вообще былай қарағанда әр турнирда бір 3 жекпе-жек жақсы болса, это уже айтуға болады. Осы турнир өте жақсы өтті деп. Керемет. Смело айтуға болады. 3 жекпе-жек болса, міне 10 ішінде. Міне осы турнирда 3 жекпе-жек просто фантастика болды. Жақсы пікір, керемет. Фаниль, ты как думаешь? Не, давай я по очереди так сразу. Ага, вот он тебе. Воспитанная просто. Давай. Твердую 8 дам. Почему даю 8? За финиш Нурбека и оппозиция в лице Вандерлея Левандовский. Это, парень, который выигрывал наших ребят и достаточно, в таком стиле выигрывал. Но Нурбек, честно, меня удивил тем, что это тот человек, который развивается от боя к бою, хотя он довольно, в таком возрасте находится, когда уже чем-то научить старого волка тяжело, но этот парень развивается с каждым боем. И, он меня сегодня лично удивил, его ударка удивила, как он передвигался, как он работал по этажам. Этот нокаут не лаки-панч, это подготовленный удар, было видно. И, я просто желаю скорейшего выздоровления Вандерлею. Согласись, вот и Нурбек, и Багдад сегодня, хоть они, Багдад народный чемпион, так скажем, веса 53 килограмм, а Нурбек чемпион своего дивизиона. И они оба рисковали. Вот что мне нравится в бойцах, когда они рискуют. Они не провели, не сушили бой, не проходили в ноги, а реально рубились. И вот это было прям, знаешь, дорого, очень дорого. Дидар, тебе слово. Максимум 10 ұпай болса, осы турнир мен үшін 8 ұпайға лайықты. Фанилмен келісесің. Толықтай. Екеуміз комментировать еттік қой бүгін турнирді. Во-первых, запомните... Дидар, Фанилдің комментаторский жұмысына қанша ұпай бересің? 10 ұпай болса, 8 болсын. 5? Осы турнир. 8. Какой без? Второе не 5. Мне кажется, 8 бөлінген, да, по-моему? 4, что ли, это получается? 4 емес. 8. Экспертность, понимание, все равно дело, готовность где-то пошутить, перестроиться — это важные аспекты, которые выделяют хорошего комментатора. Человеку, у которого изначально нет какой-то мысли, я должен вот так, такие вещи проговорить, и вот это все портит. Фаниль круто перестраивается к боям. Я бы отметил вообще всю школу Еркінкүш. Мне кажется, и Багдад Жубанаш сегодня, и Нурбек по ходу боя показали, что они могут адаптироваться под соперника, найти брешь грамотно. То есть Вандерлей несколько раз нырял и готовился. И это акцентированный удар коленом. Да, это, конечно, может быть, грубо будет сказано, но это легальное убийство по-настоящему, вот здесь в октагоне. Это попадание в височную область, коленом и так далее. Жубанаш, я вообще, вот если бы не был бы сейчас под влиянием эмоций после главного боя, я бы сказал, что Жубанаш вообще выдал чуть ли не бой вечера. Это человек, который вот как раз-таки перестраивался, первый раунд отходил, поискал, понял, что ему нужно, а дальше сделал все отменно. Удар в корпус, мы это говорили еще в рамках репортажа с Фанилем. Я просто привел аналогию, это Кормье с Миочичем. Вот этот удар в корпус грамотно в печень свалил. Шикарно. Скажи про Дурамбека, да? Если этот парень ворвался в этот дивизион, могут ли у других участников этого процесса быть проблемы в будущем? Он удивил. Первый раунд, попадание, вот это вот нестандартная стойка, передвижение, очень много финтов. Но видно было, что функционально он не был готов к Багдаду, потому что Бага задал темп, и мы все знаем, что от раунда к раунду он набирает.
и он пока вот нашел свое это. Доробек неплохо смотрелся. Ну вот в 53 этот парень, ну, наведет шороху. Я бы хотел с Абулькасымовым посмотреть бой уже, да. Ну, блин, хороший парень, и ну, в титульную гонку врывается он, ну, смело. Ему один бой провести, можно и реванш снова провести с Багой. Сула, ты наблюдал сегодня азербайджанских бойцов? Их было аж 4, и знаешь, что меня удивило? Каждый из них имел что-то от Макгрегора, от Хабиба и от других, да, сильнейших бойцов. То есть это не просто бойцы твердые там или крепкие, это бойцы очень веселые, харизматичные, они дрались, они что-то... Там двое из них вообще такой конкурентный поединок показали Еляману и, насколько я помню... Да вообще прилима первый С бой. Абулькасымовым хороший бой был. Абулкасым, да. Очень хороший. И, Нурике, я бы хотел... Честно, первый раз вообще этих азербайджанцев вижу. Я бы хотел заострить еще небольшое внимание, да, вот чуть-чуть вернусь к поединкам главного и главного боя. Я все больше и больше смотрю на поединки Ерканкуша, и я просто все больше и больше в шоке от нашего Айбека Агая, от его тактики, от той стратегии, которую он выстраивает своим подопечным. То есть как они изучили этого Вандерлея, как они Доромбека изучили и сделали тот геймплан, потому что, ну, я не знаю, Нурбек Абдрахманов выглядел чуть по-другому. Давайте вот так вот. Первый раунд Нурбека Абдрахманова, какой он обычно бывает? Он получает, он там он весь в крови, весь порванный, а потом он начинает ко второму, к третьему раунду, он уже оживает и показывает вообще красоту. И здесь мы увидели, что, ну, я не знаю, Айбек Агай — это, конечно, просто гениальный профессор, просто гениальнейший тренер, как он разобрал его. По поводу азербайджанцев. Наши братья азербайджанцы, ну, вот именно их ударка, да, все-таки как порадовала. Просто хорошие, да, вот не стали, как говорится, показывать там одеяло, да, что-то вот в этом роде, партер какой-то, возню вот так вот, а вот именно открытый, красивый, безбашенный ММА. Я очень сожалею о том, что, ну, у нас там была причина, мы вышли, и я не посмотрел начало первый и начало второго раунда между Абулкасымом и его соперником из Азербайджана. Но стоя там, я слышал рев публики, и, как я понял, здесь было что-то такое, да, очень страшное, да, я как понял. И когда я пришел, уже лицо Абулкасыма было побито. Что происходило? Ну вот, соперник из Азербайджана, у него ноги были, ну, лютые, он как плетью бил поначалу, ну, и функционала очень много забрало у него, и там удар с развороту прошел в блок, но вот Абулькасым, да, показал, что вот он умеет тоже, хотя довольно молодой парень, но сумел перестроиться, сумел, да, вот найти вот этот ключ к победе, и мы с Дидаром комментировали этот бой, да, и на руках он был колоссально лучше, чем на перестрелке с ногами. Мы привыкли, что Абулькасым, да, выбрасывает интересные удары ногами. Мы вот ждали Сайн-Чай кик, Шоу-Тайм кик, но у него не получалось. А не получалось почему? Этот парень с Азербайджана не давал ему. Он постоянно пробивал лоу-кики с развороту. Да, это энергозатратный, он и, скорее всего, все топливо в первых 2 раундах потратил. И там был переворот интересный, да, хотя, да, навыки партера у обоих спортсменов, я не скажу, что на высоком уровне, но там был такой свип интересный от сетки именно от азербайджанца. Ну, удивили. И с Иляманом Чертаевым хороший парень был, да, такой именно в стойке, с развороту попал по корпусу. Ну вот, отсутствие навыков в партере, и решили весь поединок. Я не знаю, почему Сула не может запомнить его. Он дрался в Узбекистане, он дрался у нас в Алматы-арене на закрытом карде. И вот он был очень близко к мейн-карду, и Дидар, мы, кажется, с тобой у вас в студии, не с тобой, но с кем-то из Спорт Плюс обсуждали, да. Именно Абулкасыма. Что ты про него скажешь? Как он тебе? Молодой, амбициозный. Он, правда, пробивает себе такую осторожную дорожку. Он все равно хочет получить индуса в соперники и так далее. Я не знаю, как его оценит организация. Точно не мое дело. Но на данный момент очень хотелось посмотреть Доромбека. Потому что Фаниль сразу сказал об этом. Он не выбывает сейчас из чемпионской гонки. Еще один шаг, и хотелось посмотреть на их реванш. Потому что 10 дней на восстановление — этого мало. Да, сегодня Жумадыш был круче,
100%. Он нашел правильные ключи. Удар в корпус, он круто адаптировался после первого раунда, где-то проходил в ноги. Мы видели, что проходы работали уже по итогу, но сейчас Абулкасым, если он готов подтвердить свои амбиции не на словах, а на деле, то давайте смотреть на Доуромбека, давайте смотреть на их бой. Если честно, крутая идея, но я скажу про Индуса, этот парень не слабый. Не знаю, почему и Абулкасыму, и другим, ну, не то чтобы они, наверное, не думают, что он слабый, и все хотят с ним подраться. Этот парень достаточно такой крепкий борец, который занимался в школе Абдулманапа, это мы все знаем, да, и я думаю, что он очень много проблем может создать, не только Абулкасыму, но и многим другим. Ну, поживем, увидим, как говорится. Но он прибавляет от боя к бою, потому что мы комментировали уже несколько раз. И да, наверное, УТС в Дагестане, а он очень много этому времени посвятил, играет свою роль. Ну и плюс, все равно нужно понимать, где будет биться наш господин Индус, да, крутой боец, то там будет поддержка. Выход под Джимми, помните, на Алматы-арене, мне кажется, уже запомнил. Топовый. А представьте с Абулкасымом, который всегда зажигает. Да, выход у Выходит него в крутом шикарный. образе. Я думаю, да, надо в Алмате этот поединок обязательно устроить. То есть где-то осенью на Алматы-арене Индус с Абулкасымом будет очень круто. Был один поединок, Хумайон дрался с парнем, представителем Казахстана, узбекский файтер. Очень популярный в Узбекистане. Ну и, если честно, мне его выход, бой, в целом, как он себя ведет, очень понравилось. Достаточно профессиональный такой атлет. Но в этот момент произошло чудо. И именно оно не в его бою, а для нас, для Казахстана. То есть Ильдос Сметов стал олимпийским чемпионом. Мы сидели с Сагындык Агаем, смотрели и бой Хумайона, и схватку Ильдоса Сметова. И побеждает Сметов, и побеждает Хумайон. И знаешь, как бы такая радость за обоих. При этом такое настроение праздничное. Все вышли, поздравили. Я думаю, стоит поговорить в любом случае об Олимпийских играх сейчас и о схватке Ильдоса Сметова. Ты смотрел, Дидар? Я видел только развязку, то есть хайлайт. Я, признаюсь, буду максимально честен. Я не верил в то, что Сметову это удастся. Давайте честно. Да, Я не многие говорил, верят. что вот он проиграет обязательно и тому подобное. Я не верил в то, что Сметов завоюет золото на На Олимпиаде. него никто не ставил. Мне казалось, вот все, это третья Олимпиада, это момент, когда ты за счет своего опыта в первую очередь оказываешься на Олимпийских играх, и завоевать золото — это не чудо, но это большой подвиг. Респект огромный. Почему я именно сегодня смотрел эту схватку, ну, в смысле, пристально, да? Да, мы болели за него, да, мы знали, что он на Олимпиаду отобрался. И там такая очень сложная и прикидка была, и в целом решение было не очень легкое, мы это все знаем. Но вся сила этой победы, все чудо этой победы, вся сладость этой победы в том, что в него реально никто не верил. И вчера я со своими друзьями сидел и это обсуждал. А ты верил в него? Давай. Сагындык Агай, вот смотри, я не буду говорить всех, но Сагындык Агай, если анализировать и говорить там типа в плане профессионализма, он предполагал, что скорее всего даже в тройку не попадет. Да ладно. Но я, честно тебе скажу, я почему-то, не в то, что я знаю Ильдоса Сметова, не в то, что я знаю вообще этот спорт, дзюдо как бы от меня, если честно, очень далек, я не совсем понимаю, что там происходит по баллам. Но почему-то я в этот случай верил. В этот случай, что здесь чудо произойдет, что Ильдос Сметов соберет волю в кулак и сделает все-таки историю. Он мечтал, он говорил, что он станет трехкратным олимпийским призером. В истории дзюдо этого нету. А подскажите, пожалуйста, есть ли у нас чемпион в истории дзюдо по Олимпийским играм? Нету. Первый Нет. олимпийский чемпион. Вот Не было ведь? чудо И произошло. вообще Второй раз вот тенденция так ты, кстати дзюдо. говоря, угадываешь. Извини, пожалуйста. Фадиль. Знаешь, я не угадываю, брат, я просто верю в это. Верь. Я верю, знаешь, в такие моменты, когда в человека не верят, когда о нем думают, что все уже потеряно, но зная потенциал, зная, когда человек не останавливается, трудится, ты понимаешь, что у него есть шанс. Один из миллионов, но он им воспользуется. И Ильдос Сметов воспользовался им. Давайте Фадиль дойдем. потому что Дзюдо меня- это вообще один из страшно. самых сложных видов спорта. Вообще вот взять за всю историю. И на 3 Олимпиадах вообще войти в тройку, это же история. Он был 3-м, он был 2-м, и он стал 1-м. И это вот, ну, такая история про упорство, можно так сказать. В натуре человек 3 Олимпиады, и это редкий феномен вообще взять. Почему? Ну, потому что дзюдо это очень конкурентный вид спорта. Здесь
ну, один человек, да, там становился, и то в тяжелом весе, а чтобы конкурировать в такой весовой категории, 60 килограмм, он же Ильдос и поднимался на весовую категорию выше, у него не пошло, и все уже, правда, его списали же. Он спустился снова в 60 килограмм и всем доказал, вот просто вот. И финальная схватка его, он же боролся с французским борцом, еще президент Франции присутствовал при этом на этой схватке. Вся арена болела против него, и он просто вот забрал эту победу зубами. Это, как думаете, крайняя Олимпиада для Елдоса? Или что, он опять пойдет на 4-ю, а? Всем назло. Нет. Если так будет, это будет история еще круче той, что произошла сегодня. Но я думаю, что в целом этого уже не было, да? Три раза быть на Олимпиаде и забрать медали. Чемпионом по дзюдо в Казахстане эта история. Ну, все респект. Я думаю, копилку. через 4 года посмотрим, и если Ельдос пойдет на эту Олимпиаду, я думаю, никто против не будет. 35 Уже лет точно- будет, в принципе. Уже точно никто можно. против не будет. Кто знает, что будет через 4 года, брат. Ну, Но это же вообще история как будто бы из кино. Как часто такое случается, где ты, превозмогая все, там, Копилку идешь, всю идешь, собрал. Я же говорю, вот тем и ценнее. Я больше чем уверен, что Ильдос Сметов, он станет в один ряд с такими легендами, как Жақсылық Үшкемпиров. Потому что вот оно. Вот. Допустим, если сейчас у нас Ризабек стал чемпионом мира, и мы понимаем, что как бы, да, он еще молодой, у него еще все впереди. А с Ильдосом третий раз он на Олимпиаду пошел. 2 раза из них он был только в призерах. И тут никто не верит в него, и он становится чемпионом. Это сюжет для фильма. Это кстати. грандиозно, круто. Да, 100%. 100%. Давайте, Олимпийские игры, понимаем, они еще будут долго идти, мы постараемся их вместе с вами освещать каждый день. Нашей сборной казахстанской желаем победы, чтобы без травм и принесли побольше медалей в нашу копилку. Всем тем, кто выигрывает, даже и проигрывает, мы вас любим, мы за вас топим. Алга, Казахстан. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Давайте поговорим о поединке Елемана Шертаева с его соперником, кстати, опять же, с Азербайджана. Что там вообще вытворял этот азербайджанский боец? Это вообще что за выкрутасы, танцы с бубном? Что это было? Он настолько но себя было, верил, но было что ли? интересно, если честно. Не, было интересно смотреть, что он там вытворяет. Он в себя так сильно поверил? Или наоборот не поверил и ждал, когда его финишируют? Что это было? Я что-то не понял. Ты как думаешь, Фаниль? Эляман изменился. Вот 2 его поединка, вот предыдущий. Вот честно, раньше он скучно дрался. Я не знаю, там у него были и победы, и поражения. Но он понял правила игры. Вот это еще в предыдущем поединке. Сейчас он вышел, он выходит, вот даже по глазам видно человека, он выходит финишировать. Вот он видно, как охотник. У него даже вот он начинает с кавкиков, он ногу, кстати, этому сопернику со 2-го или с 3-го раза уже отбил. Он видно, вот он переформатировался, что ли, он теперь выходит за финишем. Если он раньше осторожничал, это было видно, очевидно, он не выкладывался. Сейчас он выходит в первую очередь показать шоу, выходит за финишем, ну и добивается этого. И сейчас он, становится одним из претендентов. 66 килограмм. Да, не удалось чуть вес сделать, но там есть такие подводные камни и определенные Он опять причины. не сделал вес? Да, но там проблемы со здоровьем возникли, серьезные причем. Он мог и, в принципе, не драться, если бы об этом все узнали. Но, Была микро даже такая. да, Что Микротирамису? значит мини-операция? ну, я думаю, он потом где-нибудь в интервью расскажет. Мини-операция была, правда, мини-операция, Он которая, точно не покажет. да,
Я думаю, информация так У где-нибудь, да. Бакса была, да? Да. Шучу, нет. Проникнет. Ялама хороший боец. Я считаю, что у этого парнишки, честно скажу, очень высокий бойцовский IQ. Но 66 сейчас, вот сейчас это не его Еляман вес. обрадуется. Потому что слышать такие лестные слова в свой адрес от Сулы, потому что до этого Сула его не раз критиковал, да, я помню? Потому что он не делал вес. Он не делал вес в твоей лиге, на реке. Он не делал вес, срывались поединки, это раз. А во-вторых, я все-таки, опять же, я говорю, 66 это не вес Еламана, он должен спуститься в 61, и просто он должен заранее держать там, я не знаю, там с диетологом диет, то есть подходить к поединку действительно не за неделю, не за 20 дней, а прям за пару месяцев, и тогда Он у же не него все сделал будет вес норм. сейчас вот 66. То есть ему это далось с трудом. Там проблемы со здоровьем возникли. А его просят в 61 спуститься еще. Это его весовая категория 61. Я понимаю, но как я понимаю, думаю, со нет. временем. Я думаю, нет. Я думаю, ему нужно закрепиться в Я думаю, 66. будет 66. В 66 он окреп сейчас. Он сказал, да, он закреп, ему окреп, и туда он как бы особо там не шибко легко гоняет, да, там. И при этом, при всем, ну, Еляман, правильно Фаниль заметил, он растет, он набирает и становится, знаешь, таким интересным персонажем нашей лиги. Сула просто ищет почву, на кого в следующий раз поставить, да? Чтобы не бояться за свои волосы. А за мои волосы, за мою прическу, Возможно, когда-нибудь увидим. я просто представил этот момент, короче, да. А вот в процессе раунда, вот у тебя было переживание, что, скорее всего, ты сегодня без волос останешься? слушай, ну где-то на второй минуте, до второй минуты у меня было такое переживание, клянусь. Отметина на лице Нурбека появилась, да? Вообще, я, короче, смотрю, и я начинаю представлять, а вдруг он проиграл, и вот, и что, как я вот сейчас вот выйду сюда, да? Да. Я, наверное, сниму пиджак, Да. там набегут, вот Айгерим прибежит, кто-нибудь еще с какими-нибудь ржавыми этими Ножницы. ножницами. И Вандерлей. И Вандерлей вот этот вот со своими немытыми руками, вот это вот в потный, и начнет брить мою голову. Нам не найти, мне кажется, ржавые ножницы в Ахтау просто-напросто. Их здесь точно нет. Здесь вот максимально крутые. Это мое воображение Да. рисовало такую вот плачевную картину. Но потом, конечно, Нурбек, это просто... Это даже не Нурбек, давайте так по чесноку. Это Айбек Агай, баста. Вот я сегодня... Айбек Агай просто... Это специалист, который, я не знаю, на уровне не знаю, Абдулманапа, мархум Имам Нурмагомедова. Ну Вот, да. Он развивается, растет. И, однозначно. знаешь, что интересно, он никогда не говорит, что он крутой, великий тренер. Офигеть, И вот это всегда вот. чему-то учится, всегда говорит, что вот Айбек Агай большой-большой, сізге үлкен-үлкен рахмет, осындай көптеген мықты Қазақстанның туын биікке көтерген жауынгерлер үшін Айбек Агай шыннан да мың алғыс. Біз әрқайсымыз басымызды иеміз, сіз ұлы бапкерсіз. Знаешь, я о чем хочу поговорить? Алены нету здесь, да? Алену часто показывали сегодня. Алена, Кому Я- вы будете? Да? да, я возвращался сесть на свое место, смотрю, сидит Алена. И когда уже выходил Багдад, я понял, что она очень взволнована. Мы знаем о ее каких-то определенных, не будем говорить чувствах, но эмоциях к Багдаду. И сопереживаем ей, да, как она, можно сказать, самая, наверное, ярая фанатка Багдада, да? Да. И когда она села, я увидел ее волнение, я рядом сел, и знаешь, что я ей сказал? Вот спросите у нее. Но я ей сказал вот так: Алена, не переживай. Сейчас Багдада уронят в первом раунде. Я вот так сказал. Багдада уронят в первом раунде. Она говорит, почему? Я говорю, ну ты смотри, тот парень физически мощный, и он полагается на 2 раунда. Первые 2 раунда. Потому что, ну, нужно отдать должное, парень вышел, но на очень коротком уведомлении лагерь 3-месячный не проходил. И, скорее всего, он будет рисковать и пробьет Багдада. Уронит Багдада. Если Багдад встанет, Багдад выиграет. Если не встанет, ну, значит, проиграет. Так и произошло. В Алена первом после- раунде же был. Да, Алена после этого на меня поворачивается и говорит, откуда вы это? Ну, типа такого, да? Ну, у нее спросите потом. Она очень удивлена была, когда это произошло. Как тебе поединок, Сула? Бага. Я же бага. Вот так вот мне этот поединок. Багдад, конечно, да, то, что вот ты вот заметил, что если он встает, там уже все салам алейкум. Это, конечно же, фишка. Это нью Багдад Жубаныша. Однозначно. Мне очень нравится, не знаю,
Слов нету, одни эмоции. 2 крайних поединка 64-го турнира. Это стоило перелета с Алматы в Актау. По-любому. Посмотрел вживую. Я вообще счастлив, что смотрю турниры Найзы вживую. Джентльмены, леди, я тоже вас призываю это делать, потому что, да, круто взять подписку на Найза ТВ, да, оформить и посмотреть ее в прямом эфире в отличном качестве. Но здесь вживую, вау, это другие эмоции, Знаешь, абсолютно. Сула, конечно, тебя не все поймут, и я их понимаю. Не у всех была возможность прийти посмотреть, потому что здесь всего лишь 2000 мест. Следующий турнир я вот хочу спросить у зрителей Ақтау. Сіздерге қызық па? Теңіздің жағасында анау жылдар 16 жылы 30 мың шақты адам жинадық. Одан кейін 22 жылы керемет шара өткіздік. Дәл сол теңіздің жағасында 31 тамыз сіздерге қызық па? Пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Егер сіздер көбірек жазатын болсаңыз, біз міндетті түрде соны сіздер үшін жасауға тырысамыз. Иншалла. Теңіздің жағасында 50 мың адам жинайық, керемет карт жасайық, бүткіл әлемді қаратайық, осы жерге теңіздің күннің батысын көрсетейік, Маңғыстаудың Ақтау деген қаласы бар екен, көрсетейік бүткіл әлемге. Керемет болады деп ойлаймын. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Фаниль, ты вообще какие-то бреши в Ну, бреши тактике- есть. Нет, когда-то. Бреши в защите есть определенные у Баги. Но он заслуженный мастер спорта. И вот этот тот богатый, да какой богатый, наверное, самый опытный человек в любительском ММА, 3-кратный чемпион мира. В такие моменты опыт и плюс характер решают, когда ты падаешь, тебе нужно встать. За счет чего ты встаешь? За счет характера и за счет опыта. Он, даже видно было, голову убирал. Он был в нокдауне, но он понимал, что типа он в фокусе был. Он убирал голову, он сократил быстро дистанцию, прижался, где-то передохнул. И как он подготовил нокаут? Он загрузил голову, грузил голову постоянно. И в боксерской манере пробил по печени. Вот и печень, да, ну это такой нокаут, это ну, невозможно перетерпеть. Если по голове ты, возможно, сможешь перетерпеть, удары по печени я пропускал. Ну, это такая боль, от которой ты, ну, тяжело тебе как-то перетерпеть ее. И он сделал свое дело. И он из тех спортсменов, когда он почувствует кровь, он будет дожимать. И знаешь, на шаге в обход опять обороны, то есть перекрываться пытается кыргыз, и в этот момент он пускает печени. туда, ну, в ту область, куда он не ожидал. И, наверное, он выбрал единственную правильную тактику. Попытаться в первом раунде, когда Жубаныш разогревается, пойти на него. Да, напор был, и было видно, что в 2 раундах кыргыз выпустил все, вот весь свой арсенал, все лучшее, и просто увидел, что, ну, блин, в данный момент Бага пули непробиваемый, короче. Тебе не показалось, что он на 53 он крупноватый, да? Крупноватый, вот всегда мне удивительно, Бага на фоне всех меньше смотрится. Даже вот сейчас на фоне Абулькасыма он будет меньше смотреться. У Баги был такой же поединок в Ахтубе, Да. также с киргизом. Когда Багдад дрался за пояс с Шинком, когда Шказбек дрался за пояс с Шинком, Бага дрался как бы за претендентский Да. с киргизом одним. Прям серьезно, сильный пацанчик был. Вот так же уронил. Так же. То есть в процессе было так, что Бага упал, и там такой замес начался. Я до сих пор помню рев этой публики. И вот, У знаешь, себя дома, да, в Актобе же. там на стадионе было около 5000 человек, а сегодня вот эти 2000 прокричали настолько сильнее, чем в Ахтубе. Мне так показалось, по крайней мере, что... Ну, мы на видео сравним и посмотрим. Кстати, пишите комментарии, где вам показалось нокаут ярче. То есть не Бага, когда уронил, а Багу, когда уронили. Ну да. Я думаю, интересно пообщались. В принципе, все поединки обсудили. Очень круто. Спасибо вам. Гасанова? А? Гасанова? Ильжан Гасанов. Ильжана. Твоего будущего соперника. Кто сказал? Я вообще Все уже предложили. утром встал, никого не трогал. Просто вышел, микрофон человеку. Я хотел дать. почему, Фаниль, так говорю? Вы в одном весе, да? И, знаешь, от боя к бою меня все время спрашивают. Вот этот боец, по сравнению к этому, он не подходит. Вспомните Хабиба Нурмагомедова, когда он пришел в UFC. Вспомните его корявые руки, апперкот. И какой был через 2-3 года в UFC Хабиб, да? То есть вот так же Шавхата вспомните, как он пошел в первых боях UFC. И сейчас, да, какой. То есть от боя к бою Абулкасым, это уже 3-й поединок на моих глазах. И он в Узбекистане, когда первый раз выстрелил,
своей вот такой быстрой, но при этом корявой техникой. Я его тогда назвал похожим бойцом на Осу. Он сегодня уже чуть ли не возглавляет карты и становится крутой звездой. Потихоньку. Дай ему Всевышний здоровья и, как говорится, также продолжать, да? Ну, Я с Саралаповым больше, чем нет? уверен. С Саралаповым. Ну, вот, как раз таки, Боня знаешь, молодых пацанов. знаешь, вот так кажется, да, что он как будто бы, был даже такой разговор, типа он боится Сарлапова. Был такой разговор, что Сарлапов его разберет. Почему? Потому что Сарлапова многие недооценивали, и он с рекордом там 0 выходил там 7 и так далее, и выигрывал, да. И тут все думают, что Сарлапов его легко пройдет, но при этом мне нравится его реакция, когда он газует, и знаешь, он говорит, давай, ехала. Ну, то есть уверен в себе. Молодец, пацан. И почему я говорю про Фаниля, я извиняюсь, Фаниль, перебью тебя, почему я про это говорю, потому что они в одном весе. И Да, ну, это понятно. рано или поздно, если оба будут продолжать, они могут встретиться, это однозначно. Ну, Где ты его минусы видишь, Фаниль? Вот скажи мне, в чем вот сейчас бы ты с ним вышел? в Где вот оппозиции. ты уже заметил, чем его можно щелкнуть или Он там? молодой, я Только думаю. в этом? В оппозиции. Нехватка сыроватый, нехватка опыта, торопится где-то. Но это я был таким. Его финишировал. Скорее всего, да. Во втором раунде. Где-то во втором, в третьем финишировал бы. Ну, не в обиду его навыкам, он молодой, он Это растет. понятно. Но сейчас у них разборки молодых парней. Им надо забраться на гору. Я думаю, мы уже на этой горе. Они в процессе. И я не отрицаю, я жду их там. Сейчас есть более интересные поединки для меня. Но год-два я с удовольствием. А сколько тебе лет будет через год-два? Камон. Камон. Сула, знаешь, Гасанов Тебе имеет 70, меня 33. право быть. Ну, он сегодня хотел стартдаун, заметили? Я его как бы обозначил, но при этом Обманка была. не собирался делать. Обманочка. Но при этом, при всем, знаешь, я думаю, ну это же промоушен. Да. Именем Фаниля, возможно, ему какая-то там популярность прилетит, это однозначно. И Нет, он очень хороший думаю, и воспитанный он всё правильно парень. делает. Воспитанный парень, кстати, он всегда говорит, ничего личного, он ли бизнес, и я, воспринимаю все так же. Это новое поколение, и мне интересно наблюдать, и впоследствии, возможно, и поучаствовать Я в просто думаю, я просто воспитании нового поколения. помню, когда они стартдаун делали с Олег Хужаевым в Узбекистане, ты помнишь? Мгм. Такой же шикарный, Да. меня аж ешь. Горячее, а потом в итоге один парень дал заднюю, и мы сейчас видим его в другой лиге. Ну, скорее всего. Я думаю, да. нет, Дал заднюю, салам алейкум. я думаю, достаточно Вау. хорошо поговорили. Очень рад, что есть такие эксперты. Я опять не давал никому говорить, да? Или не был? Все, Все шикарно. Честно? старался все эмоции выразить, потому что реально, знаешь, как бы вот комментаторы выговариваются, да? Вы выговариваетесь, говорите. Я смотрю в эпизодах, у меня еще какие-то такие организаторские там какие-то моменты организационные, туда-сюда убегают, ну там еще как бы, некоторых людей давно не видел, и фокусируюсь на бой, и прям хочу о нем поговорить. И вот сейчас это такой момент, я извиняюсь, если не дал Сула. Так что, Бро, Да, так лучше что- тебя никто не шарит. Давай вот так вот. Да Камон. сегодня прекрасный день, да, я думаю, вообще. я всех поздравляю с этим праздником, очередным крутым турниром с нашими олимпийцами, чемпионами. Все. С вами были мы, Сула, Фаниль Рафиков, Дидар, Спорт Плюс и Найза и Нурбек Харабала. Видерчи. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте сотрудничать. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.